Yayınımızda devam etemiz, hürmetli dostlar. Elbette ruhiyat bu ağır mevzu, birin sanını belki de anlamaz ama şu ekimlerimiz bizge yardımcı etilir. Bir işte, bir alda. Yayınımızın ise devam etemiz. Birkaç meraklı mevzu hakkında laf etmeye isteyemiz. Yani bizim tarihimiz, bizim halkımız hakkında ve onun arasında ötkürülgen bir yarış elbette. Erbisi Невбет или келіңіз енді таныш олайық. Біздің студиямызда Исмаил Гаспринский адына китапхананың усулиет бөлігінің башы Эльнара Курталиева ве Исмаил Гаспринский адына китапхананың баш усулчысы Гульнара Шасаидова. Селам алейкум. Алейкум селам. Хош келдіңіз студиямызға. Сабалар хайыр. Nasılsınız? Хайрлы қаршы. Her şey yaxşı mı? Яхшы сабада. Хотели бы сегодня обсудить очень много важных тем, да, непосредственно самое главное, наверное, мы выписали 2 пункта, по которым хотели бы пройтись. Это историко-патриотический проект «Хатыра». Расскажите, пожалуйста, более подробно об этом. Ну, библиотека давно целенаправленно работает. Приоритетным направлением, точнее, нашей библиотеки является патриотическое воспитание. И библиотека очень давно работает в этом направлении. И есть очень хорошие наработки. И главной целью этого проекта является, конечно же, воспитание патриотизма, любви к родному краю у молодежи. Конечно, сейчас в связи с социально-экономической ситуацией, с политической ситуацией говорить о патриотизме и не заставлять, а прививать любовь к родному краю достаточно сложно. Но ведь патриотизм – это не только настоящее, а патриотизм – это еще и прошлое наше. Да? И поэтому мы работаем в этом направлении. Молодые люди должны знать свои истоки, должны знать, я не говорю до 7-го колена, да, родословную, но они должны знать бабушек, дедушек, прадедушек, прабабушек, чем славен их род. Вообще в педагогике есть индукционная модель воспитания краеведения, потому что краеведение – это равно патриотизм. Да? Моя семья, мой родной город или родное село, родной край и родина, большая родина. И если вот замкнуть эту цепочку, да, то получается очень символичный такой ассоциативный ряд. Моя семья – это моя родина. То есть я люблю свою семью, я люблю свое маленькое село, свою улицу, свой родной край и, соответственно, свою большую родину. То есть вот такая вот поэтапная, пошаговая модель воспитания любви к родному краю. Мы проводим мероприятия, которые... Вы удивитесь, но даже экологические мероприятия можно проводить с патриотической направленностью, например. Да? Завтра у нас международная конференция, в которой мы участвуем по экологии. Тема нашего выступления звучит как экопатриотизм. То есть, посмотрите, патриотизм на самом деле везде. Но просто мы обесценили само, может быть, понятие, употребляя его это слово употребляя очень часто. Может быть, молодой человек и сам не понимает, что он... точнее так, наверное, нельзя любить то, что не знаешь. И вот мы пытаемся привить нашим молодым людям знания о родном крае, о родном городе, о родном селе, потому что все, что делает библиотека, это направлено как раз-таки вот в эту сторону идет. И хочу сказать, что этот год особенно акцент был сделан на таких мероприятиях, потому что год с памяти и славы, очень знаковый год. Но мы акцент делаем на самом деле на национальном компоненте, потому что мы крымско-татарская библиотека, мы представляем интересы нашего народа, и поэтому любое мероприятие акцентируется внимание на наших героях, на героях-участниках. Например, если мы проводим это по Великой Отечественной войне, то участники герои Великой Отечественной войны, крымские татары именно. То есть вот этот компонент, он всегда имеет место быть национальный. И не говоря уже о краеведческих мероприятиях. В этом самые яркие мероприятия, которые были и которые год еще не закончился, и вообще говорят, вот мне не нравится, когда объявляют год
например, чего-то, да, и мы так целенаправленно, очень активно работаем, потом год кончился, мы выдохнули, И все а забывают. дальше все забывают, да, об этом. Но вот то, что касаемо патриотической направленности работы нашей, мы, по-моему, всегда идет вот с 220 градусов, 220 вольт, вот, потому что всегда это на очень высокой ноте, и всегда это систематически ведется, и всегда это ведется, на мой необъективный абсолютно взгляд, ведется правильно, потому что мы привлекаем сюда не только людей, мы привлекаем книги, мы привлекаем документы, которые у нас хранятся в архиве. У нас есть отдел редкой книги архивных рукописных материалов. Это вообще кладезь документов исторических, поэтому я считаю, что в этом направлении мы работаем. И самые яркие мероприятия этого года, конечно же, это у нас была патриотическая акция в мае объявлена. Потом библионочь в апреле тоже была посвящена, конечно же, этому событию. Она у нас прошла в онлайн-формате. Мы сделали в формате медийного плаката. На сайте у нас очень серьезный материал был размещен. Ночь искусств у нас тоже будет посвящена, которая будет 3 ноября, тоже будет посвящена нашей главной теме. Так что очень широко мы работаем. Вы сказали, что одно из основных направлений – это воспитание патриотизма у молодежи. А сама молодежь, насколько она активна в данного рода мероприятиях и насколько она готова продвигать свою культуру, свою литературу, вот, и прививать любовь и чувство ответственности перед своей родиной другим? А вот вы молодые люди, давайте мы немножко поменяемся, да? А что для вас Родина? Вы любите Родину свою? Вот что для вас Родина, да? Простой вопрос. Это на самом деле сложный вопрос. Простой вопрос. Это сложнейший вопрос вообще, который можно задать человеку, потому что Родина же это то место, где ты живешь, то место, где тебе хорошо. Ну, тогда не просто где хорошо, да? Тогда где хорошо, если здесь нехорошо, мы уедем туда, где хорошо. Нет, и это не будет... как раз-таки, несмотря на какие-то трудности. Да, тебе вот должно там быть хорошо там, где ты родился. Где родился, там и пригодился, да? Да, вот нет, так ну сказать. просто вот на среднему поколению нас, да, нам проще на этот вопрос отвечать, да, мы так стремились сюда, что, да, это наша Родина. Многие из вас родились здесь, и мы не ценим, что имеем на самом деле. Нам кажется, что Крым, вот в вашей жизни Крым был всегда. В нашей жизни Крым был не всегда. И, например, у меня двойственное отношение к Крыму, да, половина меня там, например, вот там осталась, я с Таджикистана, я родилась там, да, вот где родился, что называется, опять к этому вопросу, а половина меня здесь, да, у меня родители отсюда, и все. Ну, то есть вопрос достаточно сложный, и молодым тоже очень сложно разобраться. Ну, а для чего мы проводим эти мероприятия тогда, да, ну, вы знаете, в наших мероприятиях вы, наверное, уже 100 раз слышали, что у нас при библиотеке есть Центр детского крымско-татарского чтения «Чокрачик», да? Это малышня. Но вот когда они принимают участие, читают стихи Светомира Иминова, например, да, о войне, это вот с комком у горла. И понятно, что они не просто их читают, они проникаются. Или вот дочь Эльнары Рустемовны тоже, да, она принимала у нас участие в нашей ночи искусств. Она читала стихотворение, и было видно, что это не просто слова, да, а слова, которые проникают, она про их через душу как-то прочувствовала. И это тоже чувствуется. Вообще сейчас какой-то всплеск патриотизма, не знаю, замечаете вы или нет, да, но вот на элементарном даже уровне, на бытовом, мы можем сказать, свадьбы проводят, и люди хотят, чтобы они были в национальных традициях, да? Но это разве тоже не есть проявление патриотизма? Я хочу узнать, откуда мой народ, я хочу узнать, откуда мои корни, да? Я вот хочу провести самый главный день моей жизни вот таким образом. То есть это тоже проявление патриотизма. Это не только я люблю свою родину и кричать на каждом углу. Мы иногда не понимаем, что для нас родина, что мы любим свою родину, да? Только уехав куда-то, может быть, какие-то там вот штуки такие
Ну, знаете ли, да, есть такое срабатывают. понятие, что на чужбине родина как-то приятнее и более Роднее. краше, роднее, да. Но все-таки патриотические темы, они же развиваются непосредственно вот в конкурсе, да, республиканский конкурс творческих работ для молодых читателей «Путеводная звезда» Амитхана Султана. Эльнара Ханум, расскажите, пожалуйста, про этот конкурс. Ну, вообще, этот год для библиотеки, то есть прошел вот под такой эгидой, да, это был год Амитхана Султана, и он еще продолжается, он не закончился. Знаете, что до 30 числа у нас еще декада, да, Амитхана Султана в библиотеке. Было посвящено масса мероприятий, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, да, посвящено этому национальному герою. Для нашего народа и после итогов, подведения итогов этого конкурса, я думаю, для всех крымчан, Амитхан Султан всегда останется первым. Человек воли, человек, не предавший свой народ, любовь к родине которого, она безоговорочна. Поэтому, наверное, лишний раз, еще раз рассказать об этом герое будет к месту. И вы знаете, что нас удивило? На конкурс пришло более 60 творческих работ. Они были разноплановые, да, это и мультимедийные проекты, и литературные работы, как на родном языке, так и на русском. Что нас удивило, что в конкурсе приняли, это были ребята со всего Крыма, было две возрастные категории, до 14 лет и с 15 до 18. Вы видите, да? Вы понимаете, что две разные возрастные категории, следовательно, работы тоже разного уровня. Конечно. И нас удивило то, что в конкурсе приняли не только ребята крымские татары, но еще и ребята других национальностей. Это говорит о чем? Что он действительно герой для всех, независимо от вероисповедания и национальности. Порадовало нас, в конкурсе приняли участие ребята с ограниченными возможностями здоровья. Это и коррекционная школа номер 5, да, они сделали такой мультимедийный проект, у них получилось так, как и получилось, но они очень старались. Города Армянска, да, и Симферопольский район тоже принял активное участие. Что сказать о работах? Творческий подход был, конечно, разный, уровень был разный, но главная тема – это Амитхан как национальный герой. И, конечно, поразили литературные работы, как на родном языке, так и на русском языке. И, наверное, нужно отдать должное педагогам, руководителям, которые, ну, наверное, вот скажем правильно, фанаты этого героя просто-напросто, и они смогли привить это своим воспитанникам, самое главное. И, конечно, личность Амитхана не обсуждается. Конечно, да. Какие работы вы бы лично отметили? Ой. Наверняка было что-то такое, что вот врезалось в память. Сейчас скажу. Значит, есть мальчик такой из Кировского района, Тажибаев Тамерлан. Тамерлан. Красиво. Тамерлан, да. Он сделал такое своеобразное арт-представление на книгу Евгения Белоусова «Амитхан Султан. Летчик из легенды». Да? Вот, конечно, он делал это при помощи взрослых. Правильно подобранные отрывки из текста, да, проиллюстрированные им, это получился замечательный такой ролик с правильным музыкальным оформлением. То есть вот такая хорошая реклама книги. Понятно, что книга Белоусова, она будет интересна ребятам действительно до 14 лет. Это не научный труд, но тем не менее вот такая, знаете, рекомендация от маленького читателя своим сверстникам. Замечательная работа была просто. Уже более старшие ребята, вот была у нас Яна из города Армянска. Я не знаю, как ей это удалось, кто ей писал титры на языке. Он был, ну, абсолютно толерантный, он был на двух языках. Если она говорила на русском языке, то титры шли на крымско-татарском языке. Это говорит о чем? Что наша молодежь подходит очень серьезно к знаниям государственного языка, да, крымско-татарский один из государственных языков. И тоже очень качественное было сделано видео. Что касается литературных работ, Вилли, да, из города Сак. Бондаренко.
Да, из города Сак. Скромный парень, 18 лет. Но работа просто потрясающая. И самое главное, вот последние его слова, он стал национальным героем для всех. Я думаю, на такой красивой ноте можно завершить нашу беседу. Национальный герой для всех. Это действительно так. Ойледе олсын. Еп елар девамында, асырлар девамында, әлбетте біздің қараманларымызны еп қатырлайық, біздің тарихымызны еп қатырлайық. Çok sağ olunuz келгеніңіз үшін. Сізге муаффақиятлер тілейміз, ішлеріңіз оң келсін, әлбетте, Алла yardımcı olsun ve әрдайым студиямызда bekleyimiz. Қайырлы күндер. Құрметті достар, yayınımızны devam etеміз. Спорт қысымы сіздің диққатыңызға бұйырыңыз.